Теперь понять, где кабинет биологии, русского языка или химии, практически невозможно. Классы обезличены, строители вынесли всю мебель и приступили к капитальному ремонту. Работа предстоит масштабная. Можно сказать, 80% ремонтируют. Деревянный полузрос, полностью 100% отопление тоже делаем. Ремонтируют полностью. Большинство, можно сказать, 80% демонтажа был. Монтажа был, ремонт, кожи, не заказывают, отопление заказывают, тоже будет заказывать. Начавшийся в середине марта ремонт никак не влияет на процесс обучения. Все учащиеся временно посещают соседние 4-ю и 5-ю школы. На капитальном строительстве задействовано около 30 строителей – электрики, каменщики, монтажники. Полностью трубовать такие, труба очок матиш. Благодаря чему, было حد بيحكي ما خيبت خلاص جزك было يربي За 22 года на службе образования школа заметно обветшала. Начала протекать крыша, отсырели стены. Как считает руководство учебного заведения, ошибки были допущены еще при строительстве, поэтому все и пришло в негодность так быстро. Школа была построена в 2001 году. Она со дня основания была аварийной. В 2012 году нам сделали частичный капремонт на 11 миллионов. Мы даже этому были рады. Окна поменяли, двери, котельную сделали, ну и так далее. Нам сказали, что оборудование будет и техника будет. А это, в свою очередь, говорит о том, что у нас повысится качество образования. Каждый этап работы на строгом контроле технического надзора. Они здесь с самого начала ремонта. Работы идут в соответствии с графиком, даже немножко впереди. По технической части никаких нареканий нет. Все работы производятся в соответствии с техническими регламентами. Качество работы нареканий нет. Работы по капитальному ремонту в школе проходят по федеральной программе развития образования, инициированной Владимиром Путиным. Больше, чем просто капремонт. Главная задача программы реновации школ – обновить не только фасад, но и максимально модернизировать помещения, создать современную образовательную среду. В этом году мы планируем завершить капитальный ремонт на базе 16 организаций общего образования. В соответствии с соглашением, которое у нас заключено между Министерством просвещения и правительством Республики Ингушетия, все ремонтные работы должны быть завершены до конца декабря текущего года. Но мы планируем провести работы в течение каникулярного периода, и чтобы к началу нового учебного года уже школы были отремонтированы и были готовы к приему детей. Уже к концу августа строители планируют завершить капремонт. После монтажа оборудования за парты в новом учебном году сядут порядка 700 учеников. Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, Новости 24.